В Кыргызстане на утро 1 мая было выявлено 10 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова. Новые случаи были выявлены в Бишкеке 5 случаев, в Волжской области 3 случая, в Нарынской и в Баткенской областях по 1 случаю. Таким образом, на 1 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 составило 756. Во время майских праздников видеоуроки для школьников транслировать не будут. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования. Видеоуроки начнут показывать с 6 мая. Согласно постановлению правительства, кыргызстанцы будут отдыхать с 1 по 5 мая. Государственные органы выйдут на работу 6 мая. В Кыргызстане с 8 апреля в 4 четверти ведется дистанционное обучение для учащихся с 1 до 11 классов. Также дистанционно проходит предшкольная подготовка. По данным мэрии Бишкека, 1 мая городские таксомоторные службы возобновили работу. Теперь в случае необходимости горожане могут передвигаться на такси, но придерживаясь правил безопасности. Водители и пассажиры должны быть в маске и в перчатках. Каждый водитель должен 3 раза в день проводить уборку и дезинфекцию салона авто и установить санитайзеры. Посадка разрешена не более 2 пассажирам и 1 ребенку. Водитель такси не должен по своей инициативе посещать какие-либо другие места, кроме АЗС. Пособия и пенсии за апрель уже выплачены. Вопрос выплаты заработной платы тоже уже решен, сообщил глава правительства Мухаммед-Калы Абылгазиев 30 апреля на заседании Джугурку Кенеша. По его словам, на сегодняшний день проблем с выплатой заработных плат, пособий и пенсий нет. За май тоже выплатим, проблем нет, но сложности могут возникнуть в июне, сообщил Абылгазиев.